Йоу. Э, Так, мне нужно добавить фри Якутию. А, Привет. алло, Слышно, видно? да, привет. Круто. Как дела? Хорошо, да. Это меня хорошо слышно, да? Да, отлично. Да, и извини, что я без этого, без видео, но я сейчас Не... нахожусь в России, поэтому мне нужно, ну, то есть все думать о безопасности, поэтому, ну, я буду инкогнито немножко оставаться. А, Мгм. так, Что ну, расскажешь? К нам будут еще присоединяться? ну, пока, наверное, не знаю, кто-то может присоединиться, но пока точно, мне кажется, никого нету. Ладно, хорошо, давай. Мгм. Ну, в любом случае, мы эту запись оставим, сохраним, чтобы все в любое время могли посмотреть, да, в будущем. Так, давай Мгм. еще раз скажу, что, ну, скорее всего, вот этот стрим, это, ну, по запросу нашего фонда, и огромное тебе спасибо, да, что, ну, ты согласился уделить нам время свое. А, можешь, пожалуйста, представиться? Я Абубакар Янгулбаев, членский правозащитник, юрист. Эм, Вот. В общем, давно в этой каше варюсь. Да, спасибо. Спасибо, да. Ну, я думаю, что а, все наши последователи, они ну, в курсе, ну, за твою историю, да, но вдруг, если кто-то не знает, то, ну, вот это вот для них, да, было. Можешь немножко вот историю свою вкратце рассказать? Ну, моя история начинается еще в 2015 году, если говорить про историю с Кадыровым, то вот это с 2015 года, когда меня, отца, брата похитили в резиденции, нас пытали, и все это длится. Из-за этой истории я попадаю в правозащитную среду, потом в итоге последнее, что произошло из-за нашего конфликта, это то, что Кадыров похищает нашу мать. Сейчас она находится в СИЗО. Вот. Но потом начинается опять война, и эта война поднимает новые острые проблемы, которые касаются нацменьшинств, и меня лично в том числе, так как имперство Путина и России, которая развивалась и расширялась, оно в новой России, так скажем, в Российской Федерации, оно началось именно с войны в Чечне, поэтому все вместе очень близко мне и прям тщательно понятно. В связи с чем я в целом заинтересован говорить об этом, рассказывать. И считаю, что если даже в будущем будут строить новую Россию, то без обсуждения тем, которые касаются нас, вообще всех, когда мы говорим о том, то есть какой вообще это будет Россия, будем ли мы обсуждать те ошибки, которые были, и дадим ли мы им хотя бы юридическую оценку. То есть как это будет происходить. Мне это интересно, я считаю, что это важно, и поэтому пытаюсь как-то это доносить до людей. Да, спасибо, спасибо большое. А, ну вот по чеченскому конфликту, да, ну, по чеченской войне, я застал, вот первая война, когда была, да, еще маленький, когда был, ну, ребенком, да, и вторая война была, я, ну, подростком уже был, и, в принципе, ну, как бы, ну, не сильно вдавался в подробности, да, вот, ну, с моральной стороны и так далее, с точки зрения не вдавался в подробности в этого действия, но я отчетливо помню, как нам это все преподносилось, да, и нам вот со всех утюгов, а, как сейчас кричат нацисты, тогда кричали террористы, ваххабиты-террористы. Вот тогда основная риторика кремлевского рупора, да, пропаганды звучало вот так вот, да. И сейчас вот, ну, Да, параллели просто привожу, и сейчас вот это все звучит как нацисты, да. А, это одна вот, из общих черт, которые сопровождают в любой войне, которая, например, развязывалась Путиным как минимум. Кого-то очернить, кого-то вот демонизировать для того, чтобы убивать их было легче, чтобы народу было их не жаль, чтобы
электорат его, да, люди, голосующие за него, чтобы они поддерживали его в этом. Ну, то есть это на самом деле то же самое мы наблюдаем и сейчас, когда появляются некоторые интервью из, так как говорят, из глубинной части народа, да, вот давить надо этих укрофашистов и все тому подобное. Это прекрасно. Я сразу вспоминаю 90-е нулевые. Это как у меня двоюродный брат сказал мне, вот началась война, и многие обманулись тем, что вот из-за Кадырова, что Чечня поддерживает эту войну, а это на самом деле супер меньшинство из Чечни, я имею в виду кадыровцы. И с ним один чувак из Москвы общается и говорит: о, класс, уважаю чеченцев, вы такие молодцы. И он ему отвечает: да когда вы начали уважать чеченцев? Когда начали ненавидеть украинцев? Ну, то есть очень все очень похоже, просто как будто по очереди все идет. Ну да. Вот, допустим, да, ну, в параллельной вселенной, да, Россия гипотетически выиграла Украину, да? Какая была бы следующая страна, по твоему мнению? О, И кем бы их Казахстан. назвали? И я Казахстан. думаю, Казахстан, да, совершенно точно Казахстан, потому что Казахстан очень стремится максимально сепарироваться уже и в идеологическом, в политическом смысле от России, как бывшая, так скажем, колония Российской империи, Советского Союза. И это, пожалуй, одна из единственных стран, которые... Ну, то есть Беларусь я не беру, потому что Беларусь, она больше интегрируется в Россию, а из оставшихся стран, я не знаю, по-моему, нет ни одной, которая бы не пострадала. Ну, окей, страны Балтии как-то смогли сохраниться, но все равно в политическом смысле страдали от России. Украина теряет территории, Грузия теряет территории. То, что соприкасается именно с Россией, если говорить. Азербайджан тоже более-менее норм, но там тоже будет, наверное, в будущем всякие конфликты, потому что вопросы через Дагестан решаются, и есть спорные границы. Но первое, что может быть, это, я полагаю, именно Казахстан. Да. Да, вот Алга, Казахстан, братьям казахам стоит призадуматься. Хотя, мне кажется, казахи, они прекрасно понимают все, ну, все, что творится, да. Вот сколько казахов знаю, они все поддерживают Украину в этом конфликте. И они, ну, как бы у них постимпериализм, я считаю, что уже наступил, как деколонизация прошла уже давно, и сейчас постимпериализм, да, то есть они осознают, да, что они были под империей, и то, что вот они вышли из нее, и сейчас у них а, максимально короткий промежуток времени, им нужно, ну, отделиться максимально от нее, да. А, ну, там, конечно, немножко вот в Казахстане у них по-другому, потому что у них соседи есть сильные под боком, да, которые тоже интересуются в Казахстане, что Турция с другой стороны и Китай с другой стороны, да. Мгм. Но в данном случае нас меньшинством, да, которые в данное время находятся внутри территории РФ, нам в этом плане, мне кажется, стоит надеяться только друг на друга. Это правда, это совершенно так. И я поэтому тоже часто говорю ребятам из нашего сообщества, так скажем, нацменьшинского, что в будущем опять будет повторение сценария. Это очень очевидно, повторение сценария Чечни. В первую очередь потому, что вопросы с Чечней, они на самом деле не завершены, они не окончены, их не разрешили. Вместо того, чтобы вылечить эту проблему, наоборот, туда закинули, так скажем, личинку в эту рану в виде Кадырова, зашили ее, как-то замарафетили косметикой, да, и вот у нас все нормально, все. А на самом деле все внутри гниет, все усугубляется, и Кадыров своей политикой только ухудшил взаимоотношения Чечни и Москвы, Чечни и России. Но у него взаимоотношения хорошие. То есть это создается образ, что все нормально. Но на самом деле нет, не нормально. Есть огромное количество людей, которые уехали из Чечни и которые хотят вернуться, но не могут вернуться, потому что они, по идее, остаются изгнанниками только лишь из-за своих политических идей, целей, только лишь из-за своего мнения. И это не является нормальным. И это большая, это очень похоже на то, что было с депортацией. Во время, когда чеченцев и ингушей депортировали в Казахстан, потом долго держали, вернули, но все равно проблема и обида оставалась, так как она не была отрефлексирована.
сейчас я видел примерно то же самое, и тут даже нет такой возможности, чтобы люди, которые уехали, а их примерно 500 тысяч теперь по всему миру, они вернуться даже нормально не могут. А если они возвращаются в Чечню, где Кадыров с помощью Путина и его армии отправляет вот это, то, что он называет властью. Но на самом деле это не власть, это чистая диктатура, если говорить приличными словами. Вот. Но проблема остается, и когда будет опять повторение этого сценария, вот это будет интересно. Что будут делать остальные регионы? Будет ли это то же самое, что было в 90-е? Сможет ли Кремль обмануть всех остальных? Опять демонизировать чеченцев? Не позволит, не даст свободу остальным народам? И как регионы будут себя вести? То есть это действительно интересно. Поэтому, кстати, вот про Саха я читал, смотрел по поводу вашей независимости, чем вас пугают, и я заметил, как же это очень похоже, что вы с соседями переругаетесь, что вы там с голоду сдохнете, у вас никаких денег не будет, вы очень сильно зависимы. То есть все эти страхи, которые навеиваются из Кремля народом, они почти все одинаковые. Мгм. Мгм. Спасибо. Спасибо, да. Да, но нас вот пугает то, что мы не справимся, да, хотя, ну, все от мала до велика, да, мы все понимаем, что мы живем на богатейшей земле, это раз, да, во-вторых, мы знаем, что у нас такой человеческий потенциал, очень богатый, не хочу хвастаться, да, но среди нас много гениев. То есть у нас, ну, есть грамотные ребята, айтишники, которые там продвигают наши там Мгм. культуры, они выходят на хороший уровень, да, на международный бизнес и так далее. Ну, то есть у нас все будет хорошо, я 100% в этом уверен. Нас Кремль этим не напугает. Вот другой вопрос, да? А, как мы это обговорили, вот вопрос тебе лично, скорее всего, да? А, Вопрос как чего? Я не ты, понял. личный вопрос к тебе, Мгм. как ты, а, ну, зная твою биографию, да, как ты не боишься ли ты Кремля? Просто такой вопрос. Не, ну то есть я уже это говорил, что с Россией я познакомился в сыром подвале, и это в первую очередь речь о том, что когда моя сознательная жизнь начинается, и я вспоминаю себя, мое первое воспоминание, это действительно подвал, и по причине того, что Кремль отправил войска там, нас бомбить. И вот это первая причина. То есть и ты растешь в этом, ты находишься в этом, ты привыкаешь к этому, и у тебя заканчивается ресурс бояться. Э, и, а потом то, что происходит, ну, то есть, чем меня Кремль может испугать? Убить пытался, разбомбить тоже, все, что мог украсть, украл, все, что мог забрать, забрал. Все происходило лично, либо через кадыровцев. То есть все это произошло уже. Осталось только, я не знаю, убить, что ли. Ну, и что это что, как бы, закончит ли это проблему саму? Нет, не закончит. Поэтому я не вижу смысла в этом. Э, И не считаю, что кто-то должен бояться. Ну, что вы потеряете? Не думаю, что это много. Если считать, полагать, что вы будете там с краю, вас политика не коснется, нет, политика придет на ваш порог, она заявится, она возьмет вашего человека на войну, либо посадит в тюрьму, а долго молчать вы не можете. И вы часто даже не знаете, что вам можно говорить, а что вам нельзя говорить, что запрещено, а что разрешено. Законы меняются каждый день, и эти законы все больше и больше подтачиваются теперь уже не в полицейское государство, которое оно было до сих пор, а именно в военное государство. И все, что вы бы ни сказали, сегодня вы можете просто высказать мнение, то, что было вчера преступлением только в публичном высказывании, завтра будет и в каком-то приватном высказывании, в том числе преступлением. Поэтому чем больше вы будете бояться, тем меньше у вас будет прав. Ага. Спасибо, да, это вот как раз был вопрос к нашим слушателям, да, потому что у нас активисты есть, но они все, ну, как и я, мы все сидим под маской инкогнито, да, хотя у нас как я сказал, уровень ам, накала
ментовского на силового беспредела, да, конечно же, Мгм. очень далеко от вашего счастья, да. То есть Вот я вот, это, кстати, тоже мне интересно было. Может быть, я не знаю, в формате можно задавать вопросы, ответные, но у да, меня, конечно, честно, да, есть да, да, да. вопрос. Мне рассказывали, что в Саха легче всего в целом мутить какие-либо революции, потому что якобы там на несколько сот километров только там по одному человеку с пулеметом. То есть, чтобы больше никакой властной такой сильной структуры, чтобы там была армия, что якобы этого всего нет. Насколько это так, насколько это не так, то есть интересно, Ну да, как но у нас, вот видишь, наблюдается. у нас армии до сих пор не было, да, до сегодняшнего дня, и, ну, скорее всего, это политика Кремля, или, ну, то, что мы все-таки находимся в отделении, да, и нас окружает, получается, Россия. Ну, то есть со стороны России, получается, да. И якобы, как бы нам армия не нужна. А, но насчет вот вообще, ну, как оппозиционного движения, да, наш регион всегда показывает высокий оппозиционный потенциал, да, что хорошо. И в основном люди тоже осознают все, и до последнего времени, то есть много открыто говорили, да. Но вот в последнее время у нас активисты слышал, не слышал про него Айхала Мосов, да. То есть Угу. он 5 дней назад потерялся, получается, у него должен был быть суд, и он за день до суда потерялся, и то есть ну, ни слуха, ни духа, да. Хотя за ним была слежка 24/7, то есть есть все основания полагать, что это, ну, работа там ФСБшников, да, что они его где-то держат, и сейчас думают, что с ним делать. Да. Как бы это второй наш политический заключенный. Первый это наш шаман Александр Габышев, который уже сидит, да, по своим усмотрениям, он сидит в психушке сейчас, ну, то есть ну, незаконно удерживается во Владивостоке, да, и это вот второй. Ну, как бы э, то, что куда это может, я только начало, да, куда это дальше может направиться, мы видим вот по вашему региону, к сожалению, да, потому что, да. И вот другой вопрос, да, к тебе тоже личный. Как ты, вот, пройдя через сквозь все это, да, не радикализировался? Как ты? Ой, слушай, на самом деле это спорный вопрос, потому что есть люди, которые считают, что я радикален. А есть люди, которые считают, что я слишком мягок. Здесь мнения разные. Но извини, я тебя перебил от вопроса. Да, 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 да. Ну, и просто, не знаю, ну, кто-то более радикальный, конечно, сразу там бегает с автоматами, ну, на стороне Украины. А, Ну, но, вот как бы с дипломатической точки зрения, ну, как бы вот дипломатии, ну, и больше информационной, правозащитной, а, ты, мгм. мне кажется, один из первых, да? Кто Может быть, и я не первый. На самом деле, про чеченских прочников всегда было достаточно и много, просто они менее пиарабельными были, то есть их меньше правильно? пиарили, но много ребят работало почти со всеми самыми важными правозащитными организациями России, как и российскими, и международными. Благодаря им удалось зафиксировать хотя бы небольшую часть тех военных преступлений, которые Россия совершала в Чечне. Это их заслуга в первую очередь, а не главных лиц этих организаций. Ребята с земли, из Чечни, они опрашивали людей, доставали фото, видео, документы, в архивах копались и сейчас занимаются тем, что фиксируют все и забивают все в базу данных, чтобы если Россия это не делает, Россия не фиксирует эти преступления и не собирается нести сейчас за нее ответственность, за эти действия ответственность, то в будущем будут нести. По поводу моей радикализации и так далее, я думаю, все зависит от степени восприятия и понимания, что такое радикализм, для чего, для кого, сколько это может быть. Есть ребята, которые действительно из Чечни, и они образовали самый известный, это 3 батальона, которые воюют за Украину. И есть еще чеченцы, которые находятся в рядах ВСУ, которые там, например, жили, родились в Украине, и их тоже немало. И
да, сразу задается вопрос логичный, а почему ты туда не едешь тоже, но мне советуют в первую очередь заниматься тем, что я уже занимаюсь, потому что в этой плоскости мало людей. То есть, как мне уже сказал Абубакар, ты вот тем, чем ты занимаешься, это хорошо, вот занимайся дальше этим же. Но я Мгм. не знаю, посмотрим, что будет, как будет. В любом случае, если это будет история связана с моей там родной родиной, прям у меня дома, то тут я оставаться в стороне точно не смогу. И степень радикальности, она же зависит от тех обстоятельств, в которые тебя ввергает вторая сторона. То же самое. Мне кажется, по моим ощущениям, по моему восприятию, а, почему Чечня радикальная считается, а не Россия? Ведь не Чечня начинала войну с Россией. Россия начинала войну в Чечне. И еще до того, как я, кстати, у меня скоро будет по этому поводу небольшой мини-проект, где я рассказываю, ну, объясняю прям на карточках, что теракты Россия начала делать теракты в Чечне еще до того, как Чечня начала делать теракты в России. То есть я не оправдываю те теракты, которые произошли и действительно совершены чеченской стороной. И это неофициально чеченской стороной, официально не признавала и просила всегда дать ей принять участие в расследованиях. И мы не знаем ни об одном нормальном расследовании, где пришли бы действительно к виновным людям, которых привлекли, а некоторые из этих расследований приходили к самим же, на свой же след они приходили, как это было, например, с рязанским сахаром. Вот. И тут мне кажется, что Россия в разы радикальнее, чем, например, Чечня, учитывая то, какую политику она ведет. Просто монополия на информацию, монополия на СМИ, она была в основном была только у России. И только со слов российских медиа мы могли знать вообще, что происходит в Чечне. При этом рассказывали о преступлениях, которые совершаются в Чечне. Каждое преступление рассматривалось под микроскопом, но при этом забывались преступления, которые совершались в то же время там, в Ростове, в Москве, в Петербурге, в Волгограде, в Краснодаре, в Екатеринбурге, в Ульяновске и во многих других городах, где вот просто, я не знаю, преступления были намного хуже. Людей брали в рабство, сажали в подвалы, выкупы, я не знаю, массовые убийства, ну, я имею в виду маньяки, то есть, когда убивали кучу людей, бандитские разборки, но почему-то Чечня стала каким-то эпицентром. То есть, если сравнить, то Чечня на тот период вообще какие-то цветочки, то, что там происходит. И поэтому, не знаю, если, конечно, к тебе на порог приходит человек с оружием и стреляет в тебя в твой дом, пытается тебя взорвать, и ты отвечаешь, то есть в ответ что-то делаешь, защищаешься, и тебя на это называют радикалом, тоже для меня странно. Я не к тому, что ты это говоришь, а вообще, то есть какое странное у людей мышление. Почему ОМОНовец или росгвардеец, который бьет человека на митинге дубинкой или электрошокером или чем-то еще, он не радикал. Вот он типа молодец, а вот человек, если ответит ему, бросит в него какой-нибудь картонный стаканчик, то все, радикал, его надо посадить в тюрьму. Это какое-то... Я уже говорил, с ребятами общался на эту тему, то, как вообще воспитали несколько поколений, не только российские, то есть прогосударственные, но и антигосударственные организации, как воспитали несколько поколений, терпил. То есть я извиняюсь за употребление этого слова, но действительно люди, которые должны терпеть, не сопротивляться, молчать, не говорить, не делать ничего, не трогать никого. Вот приходить на митинги, вас будут бить, терпите, ничего не делать. Ну, это очень странно. А потом еще кричат на этих митингах один за всех, все за одного, и вообще никто не за всех и никто ни за кого. Мгм. Да, спасибо. Нет, 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 ты, наверное, неправильно меня чуть понял. Извини, я не назвал тебя радикалом, да, вопрос был, как ты не радикализировался, и вопрос был такой, потому что вот любое противодействие, любое действие, которое мне не нравится, да, у меня уже вызовы такие, взять автомат, отправить туда, да, ну, вот у меня сами свои такие позывы, да, у меня вопрос, вот, знаю, вот,
через то, что ты прошел, да, как ты вот, ну, такой приятный парень остался и не радикализировался. Вот, наверное, ну, лично такой вопрос был, да. А так, да, я прекрасно понимаю, вот когда называли, а, ну, людей, да, ну, допустим, какое-то преступление в Москве совершается, да, совершает там кавказец, они определенно скажут там чеченец, дагестанец, ингуш, Мгм. что-то плохое сделал, да, а если это, ну, русские сделают, то это, ну, произошло убийство, да, что там произошло, такое случилось. Уроженец Воронежа скажет, да, это я прекрасно помню, как все это события происходили. Да даже у нас вот конфликты, все, которые происходят, да, наверное, ты в курсе, не в курсе, у нас был большой митинг, когда случилось, ну вот вообще вопрос миграционной политики, да, ну к отношению между народами, получается, да, внутри страны, внутри империи. И у нас тут что случилось? У нас случилось, ну, мигрант из Узбекистана или Кыргызстана, блин, боюсь ошибиться, да, вот из Средней Азии изнасиловал девушку на стройке, да, и это, ну, знаешь, что-то по WhatsApp пошло по новостям, и все это распространилось, ну, и сильно, да, и сразу же собралось 5000 человек наших саха, Мгм. мужиков, и начали там крови требовать, да, все вот это вот. И, все они собрались, грубо говоря, под дудку а, депутатов, наших депутатов. У них были управления к этим национальным компаниям, которые, да, А, вот, получается, они все это делали, и те же самые люди пришли. То есть, ну, я считаю, что в России происходит специальная работа, да, как Министерство внутренних дел проводит, да, что мы национальные меньшинства, и перед нами какой-то, ну, конфликт лидеры создают всегда. Что-то такое вот есть такое вот Ну, в да, пути. конечно же, это вот нам пришли, цивилизацию нам принесли, религию нам показали, языку нас научили говорить, нас научили писать, читать, всему этому нас научили, а до мы не умели, до мы не знали, как строить, как созидать, как выращивать, как воевать, мы, конечно же, не умели, и мы не знали. Это вот идея, которая проталкивается, продавливается из центра, что вот хотя многие из тех завоеванных народов сегодня имели цивилизацию еще до того, как образовалась Москва. Ну да. Ну, это, получается, называется ну, процесс, который мы должны пройти, деколонизация и постимпериализм, да. Абакар, огромное спасибо, да, приятно было с тобой пообщаться. Просто у нас из команды с тобой хочет пообщаться Раиса, да, поэтому я передам ей эфир, получается. Я, наверное, ну, выйду отсюда, и она перезайдет к тебе. Ты... из этого же аккаунта, верно? Да, 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 да. И Угу, твой. окей. Да. Ну, ладно, спасибо. Окей, пожалуйста. Пока. Пока Раиса заходит, я видел тут вопрос про маму, отвечу на него быстро. Там новая экспертиза показала, что моя мать не могла нанести такие травмы, о которых указывают в уголовном деле, и поэтому сейчас в суде новые вопросы появились по этому поводу, и будут разбирать, вообще добавлять ли такую новую экспертизу или нет. И, в общем, это очень интересно, потому что действительно физически такие травмы нанести моя мать не могла, а если и нанесла, то у человека должны были оставаться какие-нибудь шрамы на лице. Ну, никаких шрамов нет. Нам точно никуда перезаходить не надо. Это к нам должна зайти Раиса с того же аккаунта, с которого мы уже общались. Амнезию полицейского экспертиза не показала, потому что
полицейский сам утверждает, что у него после ковида какой-то провал в памяти. Так что там и без экспертизы есть его признание по этому поводу. Да, есть дагестанцы, которые воюют на стороне Украины, действительно, это тоже правда. Тут у меня нет ни одного запроса. В запросной части никого. Все, теперь я принял. Раиса, кажется, до этого еще уже стучалась, я просто не знал, она это или нет. Все, отлично. Я извиняюсь, я просто не знал, что это вы. Ничего не слышно. Если кто-то ее слышит, напишите, слышно или нет. Теперь слышно. Да, теперь да. Угу, привет. А тут стучаться обратно из фри пути нужно ли Не принимать, я слышно, не понимаю. да? Плохо слышно. Это, наверное, из-за интернета, скорее всего. Не слышно, к сожалению. А может быть, вы перезайдете? Там-то да, там правильно замечают, что с интернетом проблемы. То есть интернет загружает картинку, но не загружает голос, если я правильно понимаю. Сейчас Иван должен подключиться. Я Да, вот тоже пытаюсь Иван обратно принять, зайдет в эфир. пока Он просто не совсем понял, да, ну, не получается. Это так? Да, но я тебя слышно? вообще хорошо слышу. Мгм. Так, вам будем ждать Раису. Да, тебя слышно отлично. У Раисы, мне кажется, проблемы с интернетом. А, Отлично, Якутия интернет лучше, больше. Если она на Wi-Fi, наверное, лучше отсоединиться. Хорошо слышу. У меня Лагает сильно, да. мобильный интернет нормально? М. Немножко Боль... подвисает, да? Вот, теперь уже более-менее становится лучше.
О, все, теперь хорошо слышно. И должно быть Чисто. меня слышно. А, Делаем свои новости. Скажите, пожалуйста, слышно меня или нет? А, Всегда проблема со звуком Все и с хорошо. видео. Сейчас слышно Какой-то тебя. вот, ага, да, я не знаю, может быть, в Польше такой интернет, не знаю, ладно. Ты, Бакар, могу же, да, я к тебе Да, да, обращаться так? спокойно. Да, Если я да, могу в мгм. ответ тоже, то мне было бы тоже удобно. Да, конечно, да, Круто. да, на ты и по имени буду только рада. У меня сказал по поводу мамы. Есть ли у вас какая-то связь? Хотела бы я вот продолжить вопрос. Мгм, есть связь, есть. Она либо напрямую через адвокатов, либо через письма. Единственное, у меня бывают проблемы с письмами, потому что некоторые из них не передают. Они проходят, забыл, Модерацию, цензуру, да, они цензуру. проходят цензуру, но фактически их не передавали. И я вот в последний раз опять написал, жду, получится она или нет. Но это я, к сожалению, могу выяснить только там спустя неделю или две. И учитывая, что в последний раз я писал 2 дня назад, надо немного подождать, передадут или нет. А так, ей оказывают медицинскую помощь, все из необходимого у нее есть, относятся к ней внутри СИЗО сотрудники ФСИНа очень хорошо, и я полагаю, Мгм. это заслуга именно резонанса. То есть это к вопросу о том, когда что-то происходит, какая-то беда приходит к вам домой, особенно в рамках российских реалий, нельзя об этом молчать, и чем больше вы будете молчать, тем больше... То есть, как говорится, преступник любит тишину. Преступник любит, когда жертва молчит. То есть, Тишину. поэтому, да, да, поэтому нельзя никогда молчать по этому поводу и полагать, что если вы промолчите, то будет лучше. Нет, лучше точно не будет, а наоборот, насильник будет дальше закручивать гайки и продвигать свою идею. Мгм. Многим кажется, в том числе и мне казалось до последнего времени, что, в принципе, ну, я о себе могу сказать, да, я такая незначительная фигура, что мне могут вообще сделать? Ну, что они могут мне сделать? Ну, вот там, я не знаю, там, я за рубежом нахожусь, к примеру, да. Ну, как-то несерьезно относилась до недавнего времени к ситуации. Как ты думаешь, вообще стоит ли заботиться о себе, ну, как бы о своей безопасности, находясь даже за рубежом, не говоря уже о том, о тех людях, которые находятся в России, беспокоиться по поводу того, что, ну, как бы у Кремля руки длинные и везде достанут. И как ты вообще к Беспок... своей безопасности относишься? Ну, как бы соблюдаешь ли ты какие-то там меры? Мгм. Вопрос безопасности это всегда мой самый больной вопрос, потому что, честно говоря, я ее не особо соблюдаю. Прям я не знаю, это, наверное, может быть связано с тем, что уже отбито это чувство некой осторожности. То есть через это человек любой человек проходит, когда он долго в той или иной, то есть в экстремальных ситуациях, он просто проходит, он то есть, начинает жить с этим, понимать это, и не замечает даже за собой, что он соблюдает какие-то нормы безопасности. Нет, у меня точно нет какой-то паранойи, что там за мной преследуется, за мной слежка, что-нибудь такое. Ну, очевидно, полагать, что за всеми, кто занимается активизмом, есть слежка, может быть, не прямая, то косвенная, через всякие серчи ваших инстаграм-страницы, либо там телеграм-канала, твиттер, фейсбук и так далее. Но касаемо вопроса Мгм. о том, стоит ли переживать за родственников, это уже личный вопрос.
Мои родственники от меня Мгм. отказались, которые в Чечне. Ну, то есть я понимаю, что Мгм. это произошло под давлением со стороны власти, но это произошло, и на самом деле вот это тоже является частью преодоления в рамках этого активизма, который вы делаете. Это нужно пройти, все это проходили, и это не связано на самом Мгм. деле с национальностью. И это всех касалось. Любой человек, это любая диктаторская тоталитарная власть, она преследует такие цели и давит на людей через родственников. Как, ну, все помнят, да, все знают фильмы, когда на тебя невозможно надавить, давят на человека, который тебе важнее. То есть убьют не тебя, а твоего родственника или твоего близкого друга, или там любимого Мгм. человека. И, то есть преступник так и действует, когда что-то вымогает. А, Мгм. Государство действует, российское государство действует точно так же. Поэтому Мгм. в любом случае это будет, в любом случае к этому вы придете, если вы будете все Мгм. больше и больше активничать. И чем раньше вы преодолеете вот этот барьер, тем будет легче и для вас, и для родственников, и бесполезнее для власти. Но это вот такое обращение к тем людям, которые Да. уехали за рубеж и молчат, да? Нужно А выбирать, к их сожалению, много. нужно выбирать. Я понимаю, нужно, к сожалению, выбирать. Вы за что выходите? Вы выходите все-таки за личный комфорт, за приятные беседы и общение с родственниками, либо раз вы вышли и вы выходили с какой-то общественно-политической идеей, с какой-то целью, то приходится жертвовать. Не бывает так, что то есть где-то приходит, где-то уходит, где-то прибывает, где-то убывает. Это, то есть сразу все вместе не получится. Во всем есть плюсы и минусы. Хотите быть человеком, который хочет говорить честно, правдиво, обращать внимание на те или иные проблемы, то нужно жертвовать другой частью. Нужно жертвовать даже друзьями, которых не просто запугали, а просто, например, не будут согласны с вами. Они не разделяют такую же позицию, как ваша. И вы могли долго общаться вместе. И даже среди родственников могут быть такие люди, которые не согласны с этим. Да, я понимаю, что многие решают просто не говорить, не поднимать эти политические темы, но, как мне еще в 2018 году, когда были выборы президента, и я такой думал, что да, при чем тут политика? Это же дело же не в этом. Есть личные проблемы человека и государства, но эти личные проблемы, и человек их решает, да? Но эти личные проблемы, они возникают из-за политики государства. Элементарно, даже когда вы идете в магазин покупать хлеб, там тоже политика, налоговая политика, и она образовалась, потому что государство либо слабое, потому что у него плохая политика, либо хлеб дешевый, потому что экономика сильная. И политика, внешняя либо внутренняя политика этого государства тоже сильная. Поэтому оставаться в стороне не получится. И ваше дело решать, сколько вы будете терпеть. Даже если вы будете максимально лояльны, за вами, то есть что-то вас может тоже не понравиться, даже по ошибке вас могут начать преследовать, либо наказать. Таких примеров тоже очень много. Мгм. Мгм. Да, спасибо за твою такую позицию, потому что я тоже всегда говорю, не молчите. Молчите, не молчите, если только касается желания. Многие себе это желание высказаться, да, потому что я на самом деле думаю, что большинство, практически все, наверное, кто снаружи, да, у всех есть что сказать, но они молчат, потому что у них какие-то вот такие, ну, я бы сказала, ложные страхи по поводу своих семей, по поводу тех, кто остался в России, по поводу своей Чечне. У меня вот такой вопрос. Зачем Кремль, зачем, ну, Кремль, не Кремль, наверное, Кадыров, да, для чего для чего им армия вообще нужна? Такая хорошо вооруженная армия, такая, ну, как бы профессиональная, да, скорее. Зачем им армия? Кадырову Да. это И Кадырову, и Кремлю, наверное. а,
Так, тут есть немного, не немного, а в целом есть такой шлейф мифа о том, что у Кадырова есть своя какая-то очень хорошо вооруженная армия, и что она может даже конкурировать с российской армией и так далее. И тому подобное. Хорошо, да, вот расскажи Да, тогда на это, самом деле, что происходит. это чистый миф. У человека нет той армии. Армия это что? Армия это, по идее, там, дивизии, в которых есть и танковые войска, и артиллерия, и там флот морской, воздушные войска и много чего другого. Много, очень много чего другого. У Кадырова из людей, которые имеют стрелковое оружие, которые относятся к Росгвардии, к МВД, ну, человек, мак до войны было 15 тысяч, это с учетом всех тех даже около гражданских, у которых хотя бы есть пистолет Макарова. А если говорить про тех, которые реально могут быть вооружены именно только стрелковым оружием, это человек 5 тысяч примерно. То есть мы понимаем, да, что 5 тысяч человек это ну, ноль. И мы видим, как они действуют в реальных ситуациях. Ну, никак. Максимум могут снять красивый ТикТок для того, чтобы Кадыров это выложил и получил лайки, просмотры, реакции, комментарии. А на деле нет. Единственное, что есть в Чечне и почему в целом Чечня сегодня такая может сидеть тихо, это 100-тысячная армия, которая сидит в Чечне и в целом на Кавказе. Вот это уже другое дело. И эта армия, она не подчиняется Кадырову. И местная ФСБ не подчиняется Кадырову. Никогда, ни один раз вообще за все существование Кадырова в Чечне в качестве наместника не было такого, чтобы у него на совещании находились под его подчинением, чтобы он кого-то ругал, из армии России, которая дислоцирована в Чечне. И никого не было из ФСБ, которые находятся в Чечне. Это такой миф. Они больше похожи, Кадыров и кадыровцы больше похожи на неких полицаев, которые, кстати, в Польше будет понятно, и в других коллаборантов, которые были в период оккупации нацистской Германии соседних стран. И там были свои местные люди, которые были коллаборантами, которые работали. То есть местные полицаи. Вот кадыровцы – это местные полицаи, которые выполняют функцию, исполнительную функцию для центра, для оккупационного государства. То же самое. Реальной армии у него нет. У него столько ресурсов нет для того, что... То есть, как я уже сказал, армия – это очень и сильно другое. А вот это миф, который раздувается для пиарности. Что у Кадырова действительно хорошо, это вот его пиар-компания. Вот тут никаких вопросов нет действительно. Вот это, где ловить хайп, просмотры, лайки, вот все еще как молодой парнишка, которому все еще где-то 16 лет, сидит в Инстаграме, очень любит этот Инстаграм. Каждый раз, когда его там блокируют, он всегда очень резко реагирует. Вот хайп – это да. Да. Ну, понятно. Значит, нам, как бы, нам, не нам, им, да, сейчас уже нечего бояться. А есть вообще вероятность, что вот эти вот люди, которые в окружении Кадырова находятся, обратят свое оружие против него после Конечно. того, как власть в России сменится? Есть такая вероятность? Спокойно, потому что он окружен людьми, которые были сначала на стороне бойцов за независимость, и когда им стало выгодно, они переметнулись на сторону Кадырова. Конечно, тот же Магомед Даудов по кличке Лорд, это человек, который, он и признает, он это и говорит, он воевал за независимость Чечни. Но когда он попадает в плен, я не знаю, сдается ли он в плен, либо попадает в плен, это даже не так важно. Но последствия, как он себя ведет, это же не соответствует никакому чеченскому духу. Он не последователен, он не следует своим принципам. И вот это окружение Кадырова, которые непоследовательны, которые у них нет, как говорят на Кавказе, нет своего хребта. А есть выражение «кавказский хребет», это вот там линия кавказская. Есть еще выражение, на каждом языке кавказской национальности есть хребет. То есть у народа есть хребет, у человека есть хребет. То есть это люди аморфные, с жидким позвоночником, как любит говорить мой один знакомый. И завтра, если им будет выгодно, конечно, они спокойно выполнят любой приказ нового своего начальника и будут по-новому облизывать нового своего, как они говорят, падишаха. Но вернуться обратно в
чеченское сообщество, у них уже не получится, так как в Чечне они полностью считаются предателями. И предателями даже... И сам Кадыров, Рамзан Кадыров, он не столько предатель, как его окружение на самом деле. Потому что Кадыров следовал за своим отцом. Если его отца мы можем назвать предателем, потому что он сначала с одной стороны переметнулся на другую, то Кадыров просто следовал за своим отцом. То есть он в этой части был предан отцу и идеям отца. Он не выбирал никогда сторону. То есть его водили везде. Тут и вот в этой части я согласен, что его называть предателем можно, конечно, но мне кажется, все-таки сложно. А вот его окружение, это действительно Адам Делимханов, который прислуживал Радуеву. Магомед Даудов, это два главных лица после Кадырова. И Магомед Даудов, который прям воевал, он воевал, и потом, ну, то есть никто не знает никаких боев, но он все равно был на той стороне, его преследовала ФСБ тоже, и так далее, и так далее. Но он переметнулся. То есть это перебежчики. Его кадыровское окружение – это перебежчики. Понятно, понятно. Ну вот ты говоришь, что Кадыров, Рамзан, был предан своему отцу, да? Я не знаю, говорят, что он был в того, что Джейса, у тебя... будет покушение на его отца. Ну, как бы говорят о том, что я слышала и читала даже, по-моему, об этом. И ему как вот что... Ему была предложена По поводу убийства его отца, я просто... Вопрос он очень лагал из-за интернета. О том, что Рамзан Кадыров был в курсе убийства, ну, он как бы был в сговоре с Кремлем. Ему предложили должность главы Чечни, и он, в общем, с этим согласился. Тут он не был соучастником этого убийства, но его поставили перед фактом. И я к тому, что убийство Ахмата Кадырова полностью лежит на российской стороне, потому что никто не имел доступ к этому зданию, ну, то есть к этому стадиону «Динамо», кроме как ФСБ, российская армия и самих кадыровцев его личной охраны. И не заметить тротиловую бомбу под его местом, где он будет сидеть и выступать, это невозможно. Учитывая то, что там были кинологи, минеры, саперы и все остальные, и в 3 кольца это место было окружено, и готовилось оно за 2 недели, даже за больше, до самого мероприятия 9 мая, и не проверить место, где он будет сидеть, ну, это очень странно. И потом взрыв, то есть он умирает. Что самое интересное, Кадырова-младшего оставляют, то есть ему прям дают указание оставаться в Москве, они с отцом были там в Москве на приеме, он остается, возвращается его отец, он умирает, и вот на следующий день или в тот же день Путин вызывает Кадырова-младшего в Кремль, это знаменитое видео, где он в голубом спортивном костюме заходит в Кремль, там плачет, да. Его просто поставили перед выбором. Вот. Это, как я говорю, ты, если чего-то хочешь, ты должен чем-то жертвовать. И Кадыров для того, чтобы стать наместником России в Чечне, решил пожертвовать своим отцом, а точнее согласился с этой жертвой. Все на самом деле просто. То есть тут не надо ничего усложнять, все до простоты, все очень понятно. Я уверен, что он любил своего отца, я не сомневаюсь в этом, как и любой сын будет любить своего отца, в Чечне точно, но он согласился на эту жертву, он согласился на то, чтобы его отца убили, и потом я еще следил за тем, как он реагировал в юридических рамках. Он требовал возбудить уголовное дело и довести его до конца, а дело прекратили, его даже не расследовали, там даже не определили, кто виноват.
Понимаете? Вот в чем весь суть. Да, Басаев взял на себя ответственность, но никто не верит в то, что Басаев даже имел доступ к этому месту. То есть Басаев в этот момент просто хотел сказать, вот, Мгм. он убил Ахмата как предателя, но нет, он не мог. И даже расследование, которое проводила Россия, которая спокойно могла бы сфальсифицировать что угодно, даже она, то есть А, российская сторона, просто прекратила это уголовное дело и не довела его до конца. И после, через несколько лет, Кадыров опять в 2009 году просит возбудить, то есть возобновить расследование по этому делу, и через месяц ему отказывают, и все. Все, на этом заканчивается вся история с расследованием этого убийства. ага. Рейса, я тебя не слышу. Ага. Ну да, к вопросу о том, что кто-то должен, того, чтобы что-то получить, должен чем-то пожертвовать. Наверное, все, скажем так, все главы наших республик, они жертвуют своей репутацией, да? Конечно. И пишут, и пишут, пишут и пишут. Спрашивают ли России, да, какую жертвуют наши, например, да, наши главы регионов, наших республик, они жертвуют своей репутацией, да, самое главное. Вот, Ваня просится к нам в эфир. А, Если есть угу. возможность его запустить, да. Тогда вот у меня еще, наверное, а, ну, не знаю, ты... Рейса, тебя опять не слышно из-за интернета. Да, кто я зашел? Привет. Привет. Так, риск напал. У нее, видимо, мобильный интернет был. Окей. Так, читайте вопрос. Читайте вопрос. Есть ли... много рассказывал, да, не, не, не знаю, все ли в курсе. Так, напишите Э, ему. у меня отключится все через 2 минуты. Ну, то есть мы уже час общаемся, разговариваем, поэтому все закончится, по-моему. Ну, хорошо, ладно, давай тогда мы тут переподключимся и зайдем, получается, да? Ну да, но мне понравился наш разговор. Вопросы, мне кажется, ну, простите. Да, у Ой, Раисы вроде есть вопросы, но у нее проблемы с интернетом. Мы на самом деле можем в другой день опять собраться и договорить, если честно. Это вообще не вопрос. По-новому еще раз. хорошо. Так, давайте еще подождем. Да, дальше Угу. говорит, вот босс говорит, будет дальше. Ладно, хорошо. Сейчас поболтали, а толку нет. Вот да, девушка вот хочет от нас план действия. Да, но мне кажется, действия уже идут. Нет, План действий для чего? Для кураторов из ФСБ, что ли? Для них план действий. Ну, рассказать детально, что мы будем делать. Хорошо, обязательно. Есть, товарищ майор. так, ну вот, ну, мне больше нравится, знаешь, то, что у нас выстраиваются вот, ну, вот отношения на низовом уровне, да, горизонтальные связи между нацменьшинствами, да, и это мне очень сильно нравится. Мне кажется, никогда такого раньше не было, потому что, ну, Советский Союз, в Советском Союзе, мне кажется, это просто невозможно было. Ну и в России, конечно, это не давали нам это делать, но сейчас из каждого народа выходят активисты, и вот начинается общение, да, и вот получается у нас, ну, очень много общих интересов, так сказать.
Я Мгм.